Большой детский фестиваль открылся в Уфе. У него очень насыщенная программа. Не только постановки можно увидеть в эти дни в Уфе, но и мастер-классы. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю своего гостя. Лариса Вильяста, директор Большого детского фестиваля и Московского губернского театра. Лариса Лембетовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас приветствовать у нас в Уфе. Спасибо вам огромное, что несмотря на то, что первый день фестиваля, все нужно поставить на поток. Вы нашли время, чтобы с нами пообщаться. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Я правильно понимаю, если вы у нас здесь в хорошем расположении духа, значит все в порядке, все удалось организовать, все идет по плану? Ну, слава богу, мы вчера прилетели, провели сразу первую планерку, встретились со всеми кураторами, которые отвечают здесь на местах, каждая площадка, библиотеки, каждый театр, да, со всеми повстречались, но есть надежда, и что все хорошо. Лариса Лембетовна, я понимаю, что на мой следующий вопрос можно отвечать очень долго, но тем не менее, давайте расскажем, что за мероприятие «Большой детский фестиваль». Мероприятие очень масштабное, которое проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, президента Фонда культурных инициатив, правительства Республики Башкортостан, в частности, здесь в Уфе. Что это за мероприятие? Ну, Большой детский фестиваль вообще это мультижанровый фестиваль, он огромный, у него много направлений. Это и театр, это кино, это анимация, это литература, современная литература для детей и подростков и большая образовательная программа, которая всегда внутри Большого детского фестиваля. А эхо Большого детского фестиваля, которое мы привезли сюда, это лауреаты, победители основного фестиваля, плюс еще огромная составляющая мастер-классы, образование. Мы привезли педагогов. Ни в одной другой республике и регионе у нас не было 200 детей. То есть Башкирия нас удивила. Да? Обычно 100 детей, 4 педагога, и прекрасно мы за 4 дня работаем. Нам сказали, что очень много желающих. Мы привезли 8 педагогов. Они будут заниматься с ребятками здесь тоже в течение 4 дней. Писатели, приехали писатели, будут встречи, мастер-классы, творческие задания, будут учить стихосложению, иллюстрации книг и так далее, и так далее. То есть огромная сопровождающая культурная программа, да, и образовательная, и просветительская, кроме показов спектаклей, кино и анимации. Вот так. Фестиваль вообще 20-й по счету, он путешествует по регионам, но вот в Башкортостане впервые. Какая была индивидуальная программа для республики, может быть? Я знаю, что у вас всегда подход такой индивидуальный к региону, вы обсуждаете. Вот что особенного в Башкортостане? Ну, обычно мы долго обсуждаем особенности региона, особенности запроса, например, мы изучаем, да, какие театры есть, какого репертуара не хватает, что бы хотелось увидеть. Может быть, есть какие-то наименования из победителей фестиваля, которые никогда не ставились в этом регионе, да, и мы вручную точечно собираем программу показов. И не только из победителей прошлого года, но если это необходимо, мы берем из победителей прошлых лет, потому что, ну, если это хороший качественный продукт, и он показывается, и он востребован, да, мы вывозим его, и условно победитель 2024 года может приехать в 2026 году в один из регионов. И точечно, вручную, естественно, исследуя еще и технические возможности площадок, потому что бывают такие спектакли, которые в регионе или в городе вот никак невозможно показать в том или ином театре. То есть вот точечно все это собралось и сформировалось. Это все, в общем-то, такая очень тонкая, длинная и взаимопроникающая такая работа, да, вы говорите, что вы хотите, а мы говорим, а у нас есть, вот вам, пожалуйста, так и собирается. Какие постановки вошли в эту программу в Уфе?
8 спектаклей совершенно разных. У меня есть там фаворит, это Ульяновский театр. Это, конечно, если вдруг еще есть билеты, я бы советовала, да, всей семьей, особенно для подростков, «Школа для дураков». Изумительный просто спектакль. Не скажу, что все остальные другие, да, они тоже прекрасны. Собственно, программа интересная. Это и Москва, да, и Московский театр кукол, и великолепный Питерский театр кукол Кукфо, и Казанский театр «Созвездие Удызлык», да, то есть там очень трогательный спектакль, да, по известному произведению. И что еще интересного случилось, да, в вашей республике? Мы ни разу этого не делали, и, может быть, следующие поездки мы подумаем тоже о такой форме. Кроме спектаклей победителей Большого детского фестиваля, в программу вплетены 6 спектаклей ваших. Да, мы их не видели, и нам очень интересно. Наши девочки-кураторы будут ходить, да, и смотреть, потому что это такое взаимопроникновение получается, да, то есть мы не только делимся, но и можем увидеть, да, и коллеги, которые приедут показывать свои спектакли, они тоже смогут посмотреть спектакли коллег, почему нет. Это тоже такая интересная история, посмотрим, может быть, мы дальше будем это продолжать. А это означает, что башкирские постановки могут войти в программу фестиваля? Ну, для этого они должны прислать заявку для участия в конкурсе, да, то есть Большой детский фестиваль вообще это такая двухступенчатая, чтобы стать лауреатом, нужно пройти двойной отбор. Участники подают свои заявки, эксперты профессиональные отбирают, да, получается некая программа, шорт-листа лучших из лучших, которые отобрали театральные критики, специалисты, режиссеры, да, они отбирают программу. Программа показывается в рамках Большого детского фестиваля с начала сентября по середину ноября. И там-то происходит самое большое испытание для взрослых, потому что программу отсматривает детское жюри, которое, с одной стороны, является уже заинтересованными профессиональными ребятами, которые занимаются в театральных студиях, снимаются в кино. То есть они понимают, что они смотрят, но все-таки они дети, они смотрят сердцем в первую очередь. Да? И все вот эти наши придумки, тонкий свет, великолепная музыка, да, сумасшедшие декорации могут не сработать, если нет соли, если нет истории, которая затронет сердечко, да, члена жюри, который проголосует за другой спектакль, который может выглядеть совершенно скромно, но который потрясет его душу. А вообще вот можно спрогнозировать детское жюри? Ну вот иногда же бывает, вот у взрослых как-то можно предположить, но вот эта постановка точно понравится. Иногда же даже на конкурс отправляют работы, которые вот это конкурсная работа. Здесь это работает? Вы знаете, мы всегда на голосовании детского жюри мы сидим как зрители. Я, Сергей Витальевич, естественно, Безруков, да, наш художественный руководитель, наш исполнительный директор Алина Франковна, которая отвечает за детское жюри, да, и я. Вот мы втроем сидим, слушаем о том, как они обсуждают тот или иной проект. Могу сказать, что 50 на 50, наверное, да, потому что по окончанию просмотра любого спектакля, фильма или прочтения книги они заполняют достаточно подробную анкету и выставляют оценку. И к моменту очного голосования у нас обычно 2 вот таких вот огромных папки с их анкетами, мы это уже обрабатываем, и мы понимаем, какой из спектаклей, какой набрал средний балл. И, собственно,
3-4 финалиста обсуждаются для ручного голосования. То есть они вот кто за аленький цветочек? Я. Да, мы считаем, сколько человек проголосовало, и, собственно, вот он победитель. Но параллельно проходит обсуждение. Обсуждение такое, которое, ну, иногда, ну, вот когда слушаешь разборы театральных критиков, да, то есть иногда дети, они сейчас очень же продвинутые, умные, хорошо говорящие, которые могут обосновать любую свою мысль, не просто сказать, мне это нравится или это мне не нравится, он объясняет, почему. И, собственно, иногда, когда бывает условно 12 и 12, да, то есть мы не знаем, кто победил, потому что условный участник набирает одинаковое количество голосов, и начинается обсуждение еще раз. Они убеждают так, что группы поклонников меняются на прямо противоположное мнение. Ну, это так. Они очень умно обсуждают. И первые 3 года мы с Сергеем Витальевичем ни разу не угадали, кого они выберут. Даже оценка 5, да, средняя оценка 5, ну, ничего не значит, да, потому что следующий может иметь там среднюю оценку 4,5 балла, но в процессе обсуждения они понимают, что этот спектакль лучше, все-таки лучший из лучших, а этот, ну, просто участник, и спасибо ему большое. Это очень удивительное зрелище. Многие театры просят, чтобы мы прислали им расшифровку обсуждения их спектакля, потому что это невероятно интересно. Отправляете? Да. То есть это вот обратная связь, и которую они могут уже реализовать, ну, работу над ошибками, да, так своеобразно провести. Ну, по крайней мере, ну, мы же взрослые все равно, да, мы же думаем за них, нам кажется, что так правильно. А может оказаться все наоборот. И дети своими, да, словами, своими эмоциями, сердцами своими объяснят, что они там увидели внутри. Удалось ли нам донести то, что мы хотели. Ну, там очень интересные вещи случаются. Там режиссеры, это, конечно, это не работа над ошибками, это для того, чтобы понять, о чем, наверное, стоит задуматься, когда будет создаваться следующий проект, писаться следующая книга, да, сниматься следующий фильм и так далее. То есть это такой очень хороший социальный срез, да, и анализ тех, для кого, собственно, мы работаем. У вас есть мероприятия как для детей, так и для взрослых. Для кого проводится тогда фестиваль в целом? На кого он рассчитан? Какие задачи? Ну, это, конечно, для всей семьи. Разделять это совершенно неправильно. Во-первых, понятно, что есть пушкинская карта, да, и подросток может сам купить билет, куда он захочет. Да, он хочет в кино, или он хочет на оперетту, или он пойдет на балет, да, он сам делает свой выбор. А те, кто помладше, ну, всегда же взрослые делают выбор за детей, да, чаще всего. И, собственно, взрослые покупают билет, куда он привел ребенка, да, с какой-то своей целью или по желанию, запросу. Но самое-то главное, чтобы когда вот эта семья, там, мама с ребенком, бабушка, папа, ну, кто угодно, да, когда они вышли, посмотрев кино, да, посмотрев спектакль и так далее, им было о чем поговорить. Они, да, это такое некое, да, ну, объединение семейное, потому что, ну, без этого как? Без этого никак, только через культуру. В своем интервью вы как-то рассказали о том, что Большой детский фестиваль для вас любимец. Почему? Наверное. Ну, все-таки
Он и занимает много времени, но, тем не менее, когда открываются двери театральные или кинотеатра, и когда выходят счастливые те же самые дети с родителями, да, ну, как бы понимаешь, что все это не зря, абсолютно не зря. Все эти бессонные ночи, логистика, сколько автобусов приедет, прилетел ли самолет, да, это же огромный механизм, да, вот сейчас здесь, в регионе, то есть мы в Уфе работаем на 11 площадках. То есть здесь за вот это время, наверное, в районе 1000 человек, да, будет прилетать, улетать, работать и так далее. То есть каждому нужно купить билет, куда-то поселить, чем-то накормить. Да, все зрители должны прийти наполнить зал, да, и наши любимые все билеты проданы. Это же тоже очень важно по артистам, которые выходят на сцену. Конечно, это любимое, конечно. А буквально вчера часть творческого коллектива прилетела из Норвегии. Ну, фактически, да. То есть мы сейчас в мае запустили еще одно направление «Эхо Большого детского фестиваля». Сергей Витальевич в прошлом году выступил с инициативой, да, и продвижения русской культуры за рубежом, и поддержки соотечественников за рубежом. И правительство нас и поддержало, и через Министерство культуры выделила финансирование, и в этом году мы проводим первые 3 международных выезда Большого детского фестиваля. И первое, мы выехали почти на Северный полюс. Мы были на острове Шпицберген, это 78-я параллель, в русских поселках Баренцбург и Пирамида, которые находятся на территории, да, не очень теперь дружественного государства Норвегии. Мы поддержали там наших соотечественников, да, провели мастер-классы, показали спектакли, показали фильмы, были наши писатели, которые встречались тоже там с ребятами. В общем, 5 дней там прошло достаточно интересно. Большой детский фестиваль в Уфе совпал с книжной ярмаркой. Это счастливое совпадение, как думаете? Ну, во-первых, я думаю, что наши писатели в том числе будут счастливы, да, потому что они очень активные, очень любят все выступления, обмены, работают со многими издательствами, они будут встречаться и со зрителями, и думаю, что они с удовольствием посетят. И завтра нас пригласили на открытие этой ярмарки. Я думаю, что это будет интересная история. Лариса Лембетовна, спасибо огромное, что вы уделили нам время, рассказали о том, как работали, какие планы, о том, что сейчас это ваш любимец достиг международного уровня. Вот, и мы желаем вам, чтобы все зерна, которые будут посеяны в творческом процессе, потом дадут свои плоды и у нас в Республике Башкортостан. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я напомню, это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечала Лариса Виясты. Это директор Большого детского фестиваля и Московского губернского театра. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.